Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Кто льет по вам слезы? Что это за человек? Почему слезы льет? Да? Узнаете ли вы об этом от него лично? Вообще, что происходит? Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Какая-то странная ситуация. Но человека вы этого точно знаете. Он не просто о вас слезы льет, он как будто бы головой об стенку каждый раз, когда о вас думает, бьется, просто бьется, в кровь бьется о себе голову. Знаете, как простить себя не может за что-то. То ли виноват перед вами, то ли сам все испортил. С этим человеком вы не общаетесь, причем не общаетесь уже давно, но точно его знаете. И знаете, что еще вижу? Вижу, что, возможно, когда-то в свое время, да, когда вы с ним общались, вы из-за него много слез пролили, а теперь ему такая вот обратка полетела. Вы живете жизнью, наслаждаетесь, а он слезы льет по вам без вас. Так идет. Давайте я еще на оракуле посмотрю, что это за человек. И что тут за слезы у него. От чего эти слезы? Что это за человек? Ну, он сейчас такой прям несчастный. И, знаете, даже как и ощущает, и, возможно, выглядит старше, чем он есть по паспорту. Человек, который мог быть с вами счастливым, но который, знаете, как создавал сам какие-то проблемы, трудности. Ну, вообще, гиперобщительный он у вас был, да? Любил компании, любил... ну, понятно, все. Так, девочки, я не могу сказать, что он прям плохой, оторви и выброси. Нет, скорее, как заблудился в свое время, как сбился с правильного пути, с правильного ориентира. Знаете, как будто бы скучно ему было, да, все время тянуло на какие-то приключения, на какую-то активность, там, не знаю, компании, женщины, мужчины, выпивка. Азартный, в общем, он у вас. Да, в принципе, по жизни ему давался прекрасный шанс быть с вами, но он как-то не понял, не оценил, не увидел то золото, которое было в его руках. Проблемы создавал он сам, причем создавал их на пустом месте. Может быть, знаете, он создаст проблему, потом вас обвинят, а вы из-за него плакали. Человек, он, конечно, красивый был, видный, но, знаете, как сгорел в своем же эгоизме. Вот, видите, причины. Причины — это гиперобщительность, компании, алкоголь, всякие там пьянки-гулянки, и сбился с пути. Просто не туда пошел, ушел. Возможно, вы с этим человеком и были в браке, в союзе, но видите, как с корнем вырвал ваше семейное дерево. Ну, это он все сделал. Девочки, у кого-то отыграется бывший муж, у кого-то отыграется бывший мужчина, да, с которым вы практически как в браке были, да, вместе были. Скорее всего, ушел, причем ушел либо к какой-то женщине, либо погнался за какой-то своей там мечтой, идеей, может быть, даже куда-то уехал. Типа уехал там на заработки, либо к кому-то, куда-то, да, и так и пропал. Но вы, конечно, от него натерпелись, наплакались. А теперь он плачет, плачет, страдает, назад все вернуть хочет, но нет, не может. Мои хорошие девочки,
Я не хочу тратить ваше время, драгоценное время. Я хочу, чтобы вы знали, что этот человек буквально до конца этого года, у кого-то раньше, у кого-то позже, попытается вернуться в вашу жизнь, попытается с вами выйти на контакт, попытается, не знаю, приехать к вам. Если у вас есть ребенок от этого человека, потому что здесь есть указание на то, что может быть общий ребенок, то он будет пользоваться тем, что, ну, типа, я отец, да, я хочу увидеть ребенка, я хочу быть с ребенком. То есть будет искать любую лазейку, да, любую возможность, чтобы к вам прийти, да, вот еще раз прийти к вам, еще раз попробовать, может быть, там уговаривать вас будет, у кого-то там придет на колени, упадет, там начнет рыдать, каяться во всех грехах, у кого-то как-то по-хитрому начнет действовать, но то, что он опять в вашей жизни появится, это точно. У него сейчас такая фаза, да, он оплакивает то, что он потерял. И причем она у него началась, буквально, может быть, месяца 2 назад. А до этого он, как говорится, жил, прожигал свою жизнь. И еще у него какие-то серьезные проблемы. То ли по здоровью серьезные проблемы, то ли с законом серьезные проблемы. Вот, возможно, он даже как скрывается от закона. Может, кстати, он алименщик жуткий, да, не платит вам алименты на ребенка. А может быть, у него еще там где-то дети появились за это время, и он там не платит. А может быть, он криминальным элементом стал, да. Ну, в общем, он такой проблемный, очень проблемный. У кого-то действительно здоровье подкатывает. Ну, прогулял свою молодость, прогулял свое здоровье, теперь стал никому не нужный, больной, да, теперь страдает. Девочки, ему вас очень сильно не хватает. Во-первых, не хватает вашей любви и заботы, ведь вы о нем очень заботились. Любили его, мама родная так не любила и не заботилась. И плюс, девочки, вы еще очень умная женщина. У вас высокий уровень интеллекта, вы человек и начитанный, хорошо образованный, и смекалистый, понимаете? Вы давали ему очень классные советы. Да, вы его критиковали, но всегда критиковали по теме. Вы ведь хотели ему помочь, да, раскрыть на что-то глаза. Он никогда не слушал раньше. А теперь вот он думает, боже, и умная, и красивая, да, и любила, и заботилась, и подсказывала, и поддерживала. Какой я дурак, Господи. Да, сам себя теперь казнит за то, что вас потерял. Если он ушел к другой женщине когда-то, от вас, например, к другой переметнулся, на кого-то и так отыграется, то та уже давно его пинком выгнала. Знаете, все, что могла, с него забрала. И знаете, как еще было? То вы о нем заботились, а ему пришлось заботиться о той другой. Да, он там слишком сильно потратился и физически, и морально, и финансово, а потом она его турнула. А зачем он ей нужен? Зачем ей нужен пустой кошелек, да? Который уже весь такой поношенный, затасканный, просто выгнала и все. И он теперь, видите, как слезы по вам льет. Ну, конечно, с вами ведь так хорошо было, так сытно, так уютно, тепло, да, заботливые ваши руки, Боже. Ну, все теперь вспоминает, Почему-то он решил, девочки, вот еще меня что смущает, что вы, несмотря ни на что, ему не откажете. Почему он так решил? Может быть, он с кем-то разговаривает и знает, например, что у вас нет никого рядом. Может быть, вы сейчас свободная девушка, женщина. И вот он думает, вот приду, покаюсь, на колени упаду, она меня простит. Простит. Почему-то вот есть какой-то человек, либо он справки навел, либо с каким-то человеком, может, родственник, либо друг ваш общий, общается, и вот он знает, что может попробовать, что, возможно, вы не откажете ему. Но с другой стороны, Господи, а зачем он нужен теперь, да? Старый, больной, да еще и проблемный. Зачем он нужен? Но он у вас практически уже на пороге стоит. Давайте я еще на оракуле посмотрю, как вам лучше с ним поступить. Но вы его точно знаете. И я так понимаю, что вы его очень любили в прошлом. Я не вижу ваших чувств к нему. Дело в том, что вы уже давно научились жить без него и даже без мысли о нем.
Давайте я посмотрю на ваши чувства к нему, потому что мне тоже интересно. Ой, ну нет, девочки, все уже умерло, все похоронено. Это ваши чувства к нему. Хорошо, как вам поступить, когда он появится? Но он прям, знаете, действительно, у него такое намерение появиться, проявиться. И почему-то уверены, что вы ему не откажете. Отлично, просто отлично. Ой, девочки, метлой, понимаете, что умерло, то умерло. Метлой гоните его, метлой, понимаете. Он вас ищет и слезы льет не потому, что он вдруг вас полюбил, а потому что вспомнил, что с вами было хорошо и тепло, да, что вы заботливая, что вы умная и красивая. Вот чего он хочет. Он как был эгоистом, так и остался. Знаете, как теплое место себе ищет. Девчонки, вот метлу, да, желательно вот такую, как нарисовано, с этими репьяхами, с колючками, и прям по попе его, да, чтобы отбить все желание к вам ходить. То, что умерло, пусть там и остается. Не стоит это возрождать. Абсолютно не стоит. Хорошо, что вам вообще? На такой грустной ноте я не хочу заканчивать расклад, я не хочу заканчивать отсыпку. Я хочу для вас какую-то информацию. Вот что вы должны для себя знать. То, что он придет, будет проситься, понятно. То, что гнать его нужно, понятно. Вот что вы для себя должны знать о своей жизни, о своем будущем. Ой, вы счастливая будете. Девочки, вы будете счастливая и любимая, но не с ним. Не с ним, а совершенно с другим человеком. Кто сейчас не в браке, кто без отношений. Девчонки, кольцо падает. Смотрите, счастливая семья. Счастье будет, муж будет, все будет. Страсти будут, безумные страсти и настоящая любовь. Но не с ним, с другим человеком будет. Надо будет попозже мне сделать отсыпку на взаимную любовь, на вашу взаимную любовь. Все, не грустите, не переживайте. В вашей жизни все будет просто замечательно. А этого пришельца, проходимца гоните прочь. Он не поменялся. Каким был, таким и остался. Просто стал старше, хуже выглядит и больной. Вот. Зачем он вам? Гоните и даже не разговаривайте. А счастливой вы точно станете, но не с ним, с другим мужчиной будете счастливой. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.